задание по легенде имеется один пострадавший, 2 столкнувшиеся автомашины. Наша команда, задача команды заключается в том, что деблокировать пострадавшего и оказать ему первую медицинскую помощь. И все это в течение 20 секунд. Но Али Джандигов уверен, его команда с заданием справилась успешно. В компетенции пожарная безопасность соревнуются 5 команд, в каждой по столько же участников. На кону победа в региональном чемпионате WorldSkills и звание самого лучшего. Оценивают выполнение заданий эксперты. На базе нашего колледжа проводится по 3 компетенциям. Это спасательная работа, правоохранительная деятельность и пожарная безопасность. На данный момент здесь проводится по компетенции спасательной работы. Необходимо соблюдать технику безопасности. Это в первую очередь время, скорость и оказывать первую помощь. 3 компетенции, 42 модуля, где проходят задания, 75 участников из различных СУЗов региона, готовых побороться за главный приз. Параллельно на другой площадке в компетенции правоохранительная деятельность соревнуются уже другие мастера. Здесь важны не только физическая выносливость и упорство, но и командный дух. Все, готов? Да. К заданию приступить. Разборка и сборка автомата Калашникова здесь сопровождаются настоящей полосой препятствий. При этом участвуют в этих соревнованиях не только парни, но и девушки. То, что женский пол далеко не слабый, показывает и Фатима Атабаева. Капитан команды готовилась к чемпионату 2 месяца, не только в колледже, но и дома. Уверена, эти тренировки обязательно окупятся победой. Задания непростые, и нужно усердно заниматься, чтобы достичь таких результатов. Но мы надеемся, что наши результаты, что мы не посрамим честь нашего колледжа, ведь на нас большая ответственность лежит. Эксперты оценивают выполненные участниками эти задания и заносят соответствующий протокол. Данные этих протоколов мы каждый вечер после окончания чемпионата мы заносим их в специальную базу, ЦИС она называется, в эту базу, и автоматически компьютер сам высчитывает. За ходом чемпионата следит и группа приезжих экспертов. Проверить необходимую документацию, технику безопасности и организацию соревнований. Эксперт из Воронежа Дмитрий Решетников уже 3-й год постоянный гость на чемпионате. Организация чемпионата на достаточно высоком уровне, и республика помогает, и в принципе достаточно хорошая поддержка со стороны органов образования, которые тоже были на площадке в день открытия. И в принципе видно развитие, то есть по сравнению с другими регионами, у нас же 85 регионов, и я во многих из них был, соответственно, есть достаточно высокий уровень. В этом году WorldSkills объединил более 200 участников. Ингушетия присоединилась к движению в 2011 году, и с тех пор каждый год республика становится площадкой для отбора участников на национальное первенство. Кроме стен пожарно-спасательного колледжа, региональный чемпионат WorldSkills проходит еще на 6 базовых площадках. В Назаранском аграрном техникуме, колледже сервиса и быта, в Топлино-энергетическом колледже, в Ингушском политехническом и детском технопарке Кванториуме в Магасе. На базе Кванториума ребята соревнуются в единственной компетенции – электроника. На этой площадке физические упражнения уступают место интеллектуальным, а суета и шум сменяются тишиной и порядком. 6 юниоров от 14 до 16 лет за 3 соревновательных дня должны собрать полицейскую мигалку. В первую очередь оценивается работоспособность устройства, непосредственно какого-то конкретного узла, либо устройства целиком. Затем оценивается качество сборки, то есть насколько ровно, насколько правильно был подогнан тот или иной элемент, провод, выдержан ли угол, и зачистка провода и так далее. А второе, оценивается наличие и правильная сборка всех компонентов. Мешать участникам запрещено. Оставшееся время до конца первого задания фиксирует табло. Так что волнение ребят оправдано. Но именно это и мотивирует сделать свою работу быстрее и лучше, отмечает Алексей Лапин. Вчера у них был 3-часовой модуль, во время которого они час разрабатывали схему и 2 часа делали макет. Сегодня у них 2-часовой конкурс, 2 часа они паяют и проводят измерения, настраивают устройство, которое сделали. Завтра будет 3-часовой модуль, они будут программировать устройство мини-бортовой компьютер автомобиля. В четверг у участников последний соревновательный день. Победитель представит республику уже на национальном этапе всероссийского чемпионата. Организаторы не сомневаются, благодаря таким конкурсам рабочие профессии с каждым годом набирают популярность, и выпускники все чаще поступают в СУЗы. Дана Плиева, Адам Далаков, Новости 24.